Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала, в студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Престарелые родственники лидера партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири все еще в заключении. Раздрай в шанхайской семье. Китай готов сделать зоной свободной торговли, Узбекистан против. Таджик-дворник спас российского младенца, а русский солдат вынес из огня таджикскую семью. Обвиняемый в покушении на популярного узбекского имама приговорен в Швеции к 18 годам заключения. Таджикские власти больше заботятся о гражданах, чем руководство соседних стран. Во всяком случае, так считают государственные СМИ. Престарелые родственники лидера партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири все еще находятся в заключении. До сих пор ни Министерство внутренних дел Таджикистана, ни Госкомитет национальной безопасности по Файзабадскому району, где проживали родственники Кабири, не опубликовали официальной информации о задержании почти 20 человек. Пошли уже вторые сутки после задержания родственников главы оппозиционной партии исламского возрождения Таджикистана. На настоящий момент известно точно, что среди находящихся вторые сутки в камерах СИЗО находятся Кабиров Тило, отец, 95 лет. Кабиров Сафар, брат, 54 лет. Кабирова Саида, сестра, 60 лет. Кабирова Лалхунум, тетя, 70 лет. Кабирова Диларом, супруга брата, 40 лет. Нурзулоев Исматулло, муж сестры, 74 лет. Нурзулаев Дадулло, племянник, 38 лет. Ранее в этом месяце был арестован Нурзулаев Джамшед, сын тети Мухиддина Кабири. Несмотря на прошедшие несколько недель после его ареста, ему также не были предъявлены официальные обвинения. Представители Мухиддина Кабири полагают, что поводом для ареста престарелых родственников мог послужить организованный партией исламского возрождения в Австрии у здания ОБСЕ пикет. Тогда около 3 десятков человек призвали международные организации обратить внимание на проходящие в республике репрессии, в том числе запрет в прошлом парламентской партии исламского возрождения, арест около 200 ее сторонников в Таджикистане и России, арест почти всего руководящего состава партии в Душанбе, а также арест даже их адвокатов. Насколько вписываются в современные реалии подобные методы борьбы с инакомыслием и какую опасность такие поголовные репрессии с арестом стариков и женщин представляют для самого государства? Об этом мы поговорили с политическим обозревателем по Центральноазиатскому региону Викторией Панфиловой. Арест родственников Мухиддина Кабири, мне кажется, он ставит в тупик вообще нормальных людей. Это недопустимо, чтобы из-за кого-то, одного человека, страдала вся семья. Семья не отвечает, тем более 96-летний отец, за действия своего сына. У нас всегда было в обществе: отец не несет ответственности, или сын не несет ответственности за свои поступки своих детей или своих отцов, ибо это взрослые дети и старики. У каждого есть своя ответственность. Сделано это, на мой взгляд, для того, чтобы выманить Кабири. И власти рассчитывают, что таким образом Кабири приедет в Таджикистан. Это может членам партии, которая достаточно многочисленна, по некоторым оценкам в партии было 40 тысяч человек, многим это может не понравиться. И, естественно, люди и так уже вынуждены уйти в подполье. Люди вынуждены прекратить были свою деятельность. А это оказывает очень сильное давление на них. И это порождает страх. Можно ожидать всего чего угодно. И вот новости последнего часа. Глава местного совета села, где проживают родственники Кабири, в интервью УЗД сообщил, что 95-летний отец главы ПИФТ вовсе не был арестован правоохранительными органами. Его, а вместе с ним еще с десяток родственников, просто вызвали в органы, чтобы дать старикам совет. Родня должна наставить своего оппозиционного сына на верный путь, чтобы тот вернулся на родину и не занимался противозаконными действиями. На вопрос журналиста о том, был ли снят процесс беседы с отцом Кабири на камеру, глава совета признался, что не находился в помещении во время допроса и не располагает подробной информацией. Почему беседа длилась почти сутки, он также не знает.
Одновременно с новостью о новой волне репрессий в Таджикистане государственное информационное агентство «Хавар» опубликовало статью о том, что руководство Таджикистана проявляет существенно больше заботы о своем народе, чем соседние государства, включая, например, Казахстан. Некий Владимир Воронин пишет, что борьба с коррупцией у таджикистанских властей едва ли не в менталитете, и восходит это к авестийскому праву, которому более 3000 летий. Автор возмущенно пишет, что, просмотрев статьи, пришел к выводу, что в последнее время публикуется много критической информации в отношении Таджикистана, которые носят однобокий характер. Авторам указанных статей ради справедливости следовало бы сравнить уровень достатка простых жителей Таджикистана с жизнью населения своих государств. Если бы Таджикистан располагал достаточными запасами углеводородов, как другие страны, получи он такое же количество бюджетных вливаний в развитие производства и промышленности, в советский период, как его соседи, таджикский народ сейчас жил бы намного лучше, чем во всех этих государствах вместе взятых. Что означает одно: руководство Таджикистана проявляет существенно больше забот о своем народе, и ему приходится прилагать намного больше усилий. По мнению провластного автора, которого, кстати сказать, никто из журналистов республики не знает, в Таджикистане гораздо лучше борются с коррупцией, чем во всем мире. Ведь впервые проблемы борьбы с коррупцией в ее современном понимании нашли свое отражение в древнем авестийском праве. Еще в первом уголовном кодексе таджиков в Андидаде предусматривался ряд норм об ответственности за подкуп и продажность должностных лиц. Правда, автор забыл сказать, что антикоррупционное ведомство республики возглавляет сын президента Рустам Эмомали, который уже в 25 лет стал генералом. Также Воронин указывает, что сегодня таджикские власти единственные, кто пытается упорядочить процесс трудовой миграции, борются за права и льготы для этой категории граждан. При этом ни Узбекистан, ни Кыргызстан, ни даже Украина такого не делают. Не упомянул автор о том, что в соседнем Кыргызстане, который, кстати говоря, тоже не располагает запасами углеводородов, уровень средней заработной платы как минимум в 2,5-3 раза выше, чем в Таджикистане, а свет даже в холодное время года повсеместно подается. А далее коротко о других новостях Центральной Азии. За прошедшие полгода ситуация с безопасностью в Афганистане претерпела значительное ухудшение, признал американский Пентагон в опубликованном отчете. Только одна массовая атака талибов на Кундуз, в результате которой город на несколько дней попал под контроль боевиков, привела к гибели по меньшей мере 30 человек и ранениям еще более 200. При этом жертвами нападения стали главным образом мирные граждане. В Фергане 4 газовика отравились во время работ в подземном газопроводе. Сначала в колодец спустились двое и сразу потеряли сознание. За ними спустились еще 2 сотрудника, чтобы помочь коллегам, но и они остались внизу. МЧС и спасатели приехали на место спустя 30 минут, но уже было поздно. В Актау начали разрушаться только что установленные барельефы, посвященные героям Великой Отечественной войны. Барельефы сделаны из гипса, который уже начал осыпаться. Между тем, на реализацию проекта было потрачено из городского бюджета почти $200 тысяч. В Шымкенте еще одна молодая пара решилась на щедрый поступок в день своей свадьбы. Вместо пышного мероприятия Дарья и Еркебулан Жолдасовы приготовили 300 порций плова, которым бесплатно накормили горожан. Казахстан сегодня празднует День независимости. 16 декабря 1991 года был принят закон о независимости и государственном суверенитете республики. Сегодня и завтра у казахстанцев праздничные дни. Нурсултан Назарбаев в преддверии заявил, что за годы независимости Казахстан совершил невероятный рывок в историческом развитии. Сегодня Казахстан – Улы Далай Ели, страна преображенной великой степи. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества займутся созданием зоны свободной торговли в рамках организации. Это предложение Китая. Таким образом, ШОС может трансформироваться в новый экономический блок, наподобие Евразийского экономического союза, но при этом новый потенциальный рынок без барьеров на порядок больше. Однако буквально уже на следующий день Узбекистан заблокировал это предложение. Премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян сообщил на проходящем Чжэнчжоу заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, что стороны уже обговорили возможности создания зоны свободной торговли. В узком составе мы договорились, что дадим поручение министрам торговли и экономики выработать серьезные конкретные меры по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС, чтобы создать более благоприятные условия для развития торговли, подчеркнул он. Глава правительств главным вопросом своей встречи видят состояние, перспективы и развитие торгово-экономического, инвестиционного,
финансового, коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках организации. Не забыта инициатива экономического пояса «Шелкового пути», которую выдвинул китайский лидер. Мы сегодня не раз слышим предложения экспертов об интенсификации работы по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития специального счета организаций. И то решение, которое будет принято премьер-министрами, полагаем, заметно ускорит взаимодействие сторон по определению формата поддержки проектной деятельности на пространстве организации. Китайская сторона предлагает, по сути дела, стать соучастниками реализации программы экономического пояса «Шелкового пути» всем странам шанхайской семьи, и также в поддержку этого предложения учреждает фонд «Шелкового пути» с объемом 40 миллиардов долларов. Однако, несмотря на заманчивость предложения Китая и обозначение Дмитрием Мезенцевым ШОСа как шанхайской семьи, очевидно, что не все члены международной фамилии готовы слушаться беспрекословно. Буквально на следующий день после озвученной инициативы Ташкент заблокировал трансформацию ШОС в экономический блок. Первый заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов поспешил заявить: особую актуальность для обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств-членов ШОС приобретает задача дальнейшего углубления сотрудничества по реализации согласованных и взаимовыгодных проектов в сферах экономики, инвестиций и транспортных коммуникаций. Вместе с тем, в контексте ранее прозвучавших заявлений, хотел бы вновь подчеркнуть, что Республика Узбекистан не готова к рассмотрению предложения о проработке вопроса создания в рамках нашей организации зоны свободной торговли. Тем более, это направление взаимодействия не предусмотрено стратегией развития ШОС до 2025 года, утвержденной главами государств на Уфимском саммите в июле этого года. Видимо, правительство Узбекистана все-таки осознает, что создание такой зоны может убить местных производителей, абсолютное большинство которых просто не готово к конкуренции. Хотя Азимов в той же речи заявил, что в Узбекистане созданы новые, высокотехнологичные промышленные предприятия и комплексы, которые стали настоящими локомотивами экономического роста и производят конкурентоспособную на мировом рынке продукцию. В свою очередь, Россию больше волновало не экономические проблемы, а вопросы безопасности. Дмитрий Медведев, представляющий Москву в Чжэнчжоу, заявил: ситуация в политической сфере и в экономике достаточно сложная и запутанная. Усиливается глубинная трансформация современной системы международных отношений. Ее отличительные проявления — становление полицентричного миропорядка, укрепление азиатского вектора, глобального развития и рост взаимозависимости государств. Мы исходим из того, что в настоящей ситуации исключительно важно поддерживать существующую систему международного права, о чем только что говорил и премьер Госсовета КНР, имея в виду опору на существующие принципы международного права и институты, которые сформировали архитектуру международного права, включая Организацию Объединенных Наций. Сохраняются и серьезные экономические вызовы, продолжают снижаться индикаторы международной торговли, инвестиционной активности, повышена волатильность валют, во всяком случае, многих валют, в сочетании с очень резкими колебаниями мировых цен на энергетические и сырьевые ресурсы. При этом несколькими днями ранее из Китая в Грузию прибыл первый состав, отправленный в рамках международного проекта нового шелкового пути. Двигающийся по шелковому пути поезд не заехал на территорию России, поскольку в казахстанском городе Актау переехал на открытую в прошлом году паромную переправу и уже спустя 12 часов оказался в азербайджанском порту Алят на другой стороне Каспийского моря. И далее Европа. Почему Узбекистан заблокировал инициативу создания свободной торговли в рамках ШОС? Возможно ли в ближайшей перспективе переформатирование ШОС в экономическое интеграционное объединение? Комментарий директора Центра перспективных исследований из Бишкека Сергея Масаулова. Я считаю, что ШОС очень перспективная организация. Более того, мне позволяет так утверждать, например, вчерашнее высказывание Медведева во время визита в Китай. Фактически речь идет о том, чтобы Евразийский экономический союз, ШОС в его экономическом смысле, который сейчас все больше предлагается, и, например, даже АСЕАН, каким-то образом состыковать. Состыковать через целую серию таких вот проектов, которые могут быть взаимно интересны и, соответственно, постепенно, пошагово выстроить гигантскую азиатскую, в этом смысле, азиатско-европейскую зону,
вот это взаимного взаимодействия и взаимных интересов. Вот в этом смысле ШОС мыслится и планируется как через Евразийский экономический союз, так и через экономический пояс шелкового пути попытаться реализовать и сделать из этой структуры не только договор по некой безопасности в Центральной Азии, но расширить до уровня международной организации, которая будет отвечать за безопасность в более широком смысле, накрывая вообще всю Евразию. Реализовывать, конечно, нужно через конкретные договоренности. И вот здесь, конечно, по ходу дела будут возникать интересы могут не совпадать. И в этом плане позиция Узбекистана не нова, потому что Узбекистан может присоединяться к каким-то большим объединением и крупным проектам только в случае, если у него более-менее согласовываются интересы двустороннего типа. Узбекистан прежде всего предполагает выстраивать двусторонние отношения со всеми странами, входящими в подобные структуры. И формально он не видит особого интереса в развитии таких площадок для диалога и не более того. В Швеции вынесен приговор обвиняемому в покушении на жизнь известного узбекистанского имама Абитхона Назарова. Гражданин Узбекистана Юрий Жуковский приговорен к 18 годам заключения. Прокурор Кристер Петерсон просил приговорить его к пожизненному заключению. Судья подчеркнул, что существует как минимум 4 доказательства вины Жуковского. Он следил за Назаровым, находился в городе во время попытки убийства, выехал из Швеции сразу же после покушения, и его следы ДНК совпали со следами, обнаруженными на рюкзаке, в котором находилось оружие, из которого стреляли в имама. Очевидно, что он совершил это покушение по чьему-то заказу. Сам Жуковский не имеет никакого отношения к этому имаму, но трудно сказать, кто именно заказал нападение, заявил судья. Имама пытались убить в 2012 году. Неизвестный человек выстрелил в него несколько раз и скрылся. Назаров был доставлен в больницу, где перенес операцию и впал в продолжительную кому, продолжающуюся до сих пор. Ранее прокурор прямо указывал, что покушение на священнослужителя совершено по заказу властей Узбекистана. Однако Ташкент отказался с ним сотрудничать, и он не может назвать имя высокопоставленного заказчика. С самого начала следствия утверждало, что покушение на имама Абитхона Кори Назарова было совершено из-за его профессиональной деятельности, и за этим преступлением стоят спецслужбы Узбекистана. В Санкт-Петербурге мигрант из Таджикистана, работающий дворником, спас от холодной смерти новорожденного младенца, которому от роду всего 3 или 4 дня. 22-летний мигрант случайно натолкнулся на оставленного у подъезда ребенка, от которого, очевидно, родители решили избавиться. Парень не растерялся и сразу же отнес младенца, завернутого в байковое одеяло, в дом малютки. Уже оттуда ребенка срочно перевезли в городскую больницу. Установить, кто выбросил дитя на улицу, пока не удается. При ребенке не было документов, только видно, что он представитель одной из азиатских национальностей. Возможно, что от него избавились также мигранты. А в это время в Душанбе военнослужащий 201-й российской военной базы, младший сержант Максим Шеффер, спас от взрыва жильцов пятиэтажного дома, расположенного рядом с военным городком. Он не только вывел из объятого пламенем здания растерявшихся жильцов, но и во второй раз вошел в пламя, чтобы вынести грозящий разнести все вокруг газовый баллон. 23-летний стрелок военной полиции базы, услышав крики о помощи, бросился в объятое пламенем многоэтажное здание городка, расположенного рядом с частью. Он поднялся в горящую квартиру и вывел на улицу жильцов, среди которых было как минимум 5 детей. Затем вновь вернулся в горящее здание и, рискуя жизнью, отыскал раскаленный газовый баллон, который мог взорваться, разнеся весь дом. Солдат обернул его в палас, вынес к окну и сбросил в палисадник. Но и на этом Максим не остановился. Он дождался пожарных и помог им потушить огонь. Одна из спасенных, Махбуба Шакирова, мать 5 детей, поблагодарила не только его, но и родителей солдата, которые воспитали достойного сына. С вами была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.